8 января, ребят. Снова мы идем на рыбалку сегодня. Одиночный поход такой вот. Мои вещи. Стою, отдыхаю. Отошел недалеко, буквально от реки, наверное, 150 метров. И 2 дня шел сильный снег. И, конечно, навалило очень много снега. Чуть-чуть передохну и дальше пойдем. Передо мной также идет один рыбак. Метров 100, наверное, разница была, когда переходили речку. Потом моей бурынец как стал, разогнался, все, ушел, короче, убежал. А я чуть-чуть передохну, чтобы не потеть. И дальше пойдем. Сегодня также будет рыбалка, как и в прошлый раз, на том же месте. На том же месте все то же самое. Будет рыбалка на ельца. А какой клев будет, будем смотреть. Сегодня погода совсем другая. Сильный ветер, на улице сильный ветер. Юго-западный ветер. И, как сказать, давление очень низкое. Прямо облачно, сильно облачно. Снега пока нету. Ну, чуть-чуть так снег падает и все. И попробуем сегодня. Какая-то разница нет. Посмотрим, погода влияет, нет на клев. Потому что в прошлый раз была ясная, солнечная погода, рыбачили, а сегодня совсем пасмурно и гнилая погода вообще. Я у реки, ребят. Мужичок вон дальше пошел, вверх по течению. Не знаю, на экшн камеру приблизить не смогу, но от меня уже метров 300-400, наверное. Вот это он пролетел, не прошел, а пролетел он. Не знаю, от кого он бежит. Боится опоздать, что рыба уйдет. Но если твоя рыба, она будет дожидаться, в любое время будет клевать. Я думал, здесь он будет сидеть, как и в прошлый раз. Нет, он пошел вверх до Одью-Вома, наверное. Там речка, устье реки, Одью. Обычно до туда еще поднимаются, там рыбачат. Сегодня буду снимать на экшн камеру, не знаю, как будет со звуком. И жалко приблизить, не отдалить я ничего не смогу. Вот так. Ну, я лыжи, как и в прошлый раз, тут оставлю, а сам мы пойдем на то же самое место. Ну, лучше я пойду пешком, потому что на речке снега много и проваливаешься, лишний груз не буду уже на себе таскать. Все, короче, оставляем. Так, все установил, короче, ребята, вот такая, не знаю, как видно на экшн камеру. Для начала, как всегда, прикормка, туда уже кашу закинул и дополнительно еще сухую прикормку. Сегодня, смотрите, взял газ, такой чехол у меня сегодня. И на всякий пожарный. В прошлый раз я замерз немножко, чтобы не мерзнуть.
Ребята, сижу уже где-то минут 30. Один подход только на эту удочку было. Ни одного подхода больше нет. Ни одной поклевки, ничего. И на улицу как-то и даже неохота выходить. Вообще там штормит, снег пошел. Но все равно здесь я на одном месте сидеть толку никакого я не вижу. И думаю, наверное, еще буду менять место. Попробуем еще на другом месте. Ну, я с прошлой рыбалки чуть-чуть на метр в сторону отошел. Сейчас, наверное, выйду и пробурюсь там же месте, на том же месте, где прошлый раз рыбачили. Здесь не клюет. Я не знаю почему. Или погода влияет, или же рыбы нету, отошла куда-то в сторону. В общем, попробую на другом месте. Здесь все, заканчиваем. Поменял место. Я уже на новом месте. Поставил 2 удочки. Прикормил также. Чуть выше. Вон прикормка. Обычно я, когда проверяю новые лунки, без палатки, без ничего. Но там невозможно сейчас на улице долго сидеть, рыбачить. И временно так палатку поставил, 2 лунки прорубил, просверлил. Сижу 20 минут, 15-20, где-то вот так по времени. Ни одного подхода, ни разу даже не подходил, чтобы вот подошел там, дернул или еще какое-то движение кивка. Ничего такого не было. Еще поменяю одно место. Схожу где-то метров 200, отойду от этого места и на песке еще попробую. Если там не будет клевать, я соберусь и буду уходить. Не знаю, что влияет. Может быть, даже очень даже может быть, что влияет эта погода. Я надеялся, что... вон поклевка, ребята. Вон поклевка первая, наконец-то. Вон, есть, сидит. О, нежданчик какой-то вот. Елец. На желтую мормышку. Первый елец. Так, ладно, сейчас какая-то надежда у меня появилась. Вот такой первый елец. И если будет еще поклевка, я здесь буду сидеть. Если нет, так поменяю место. Ну, с уловом. Первый улов. Эта лунка меня не хочет отпустить отсюда. Потому что я уже хотел сейчас собраться, уже все, думаю, соберу и пойду дальше искать рыбу. А начал я поднимать удочку, и в этот момент схватила рыба мормышку. Вот, второй елец. Вот такой ельчик. Хороший. Хорошая рыба попалась тоже. Ну, придется опять подождать минут 10. Подождем. Хотя до этого сейчас... Так, это было что? Или обман зрения такой, мираж. Ну и сейчас вот вторая рыба тоже на желтую мормышку попалась. Сегодня берет на желтую мормышку пока. 2 рыбы. Не знаю, как-то терпение у меня не такое большое, чтобы вот сидеть, ждать. Хочется уже поменять место, поискать более рыбная такая лунку, рыбная, где вот больше клюет, но и в то же время, если подумать, туда пойдешь, может то же самое, смысла менять лунки никакого нету. Сейчас еще посижу минут 15. Если в течение этого времени не будет клевать, наверное, пойдем поменяю место. Ну, стандарт средних размеров ельцы сегодня. Хорошие ельцы. Смотрите, ребята. Рыбак идет, ребят. Он спускается уже перед нами, который перед нами шел сегодня с утра. Он сверху уже обратно идет, спускается. Ниже поворота там хочет остановиться. Я тоже хотел туда сходить. Но раз уже он туда пошел, я уже на место менять не буду. Что поймаю, я уже здесь досижу сегодня и все.
И он то же самое говорит уже, меняю место. Вообще без клёва сегодня. Полный капец. Короче, два ерша он поймал. Вот такие. Спичечный коробок. Так, говорит, проглотил ерш, что пришлось вырвать оттуда кишки. И еще не то елец, не то плотва одна штука. Ну, три рыбы он поймал сегодня. И вчера он тоже приходил сюда на поворот. И там он 14 штук вроде как поймал. 14. И говорит, неохотно, но клюет там. Думаю, он тоже там сегодня посидит и уже тоже место не будет менять. Вот такая рыбалка сегодня, вообще без клёва. Затопил печку. Резко все потеплело, вон как работает. Газ у меня утепленный, газ утепленный. В чехле таком. Потеплело, хорошо. Главное, что палатку не сжечь тут. Пока никого не поймал, еще добавил прикормку дополнительно. И будем ждать. Сейчас попью чаек с конфетами, печенюшки сегодня. Все потеет, объектив потеет. Короче, вот такие печенюшки и вот такие конфеты. Сейчас чай попью. Тепло, уютно. Сразу все потеплело. Поглядим сейчас. Сегодня такой тест будет чехла. Как там газ будет мерзнуть или нет. А то бывает там без чехла он быстро замерзает. Пока чаевничал, ребят. У меня третья рыбина. Вон. Чуть меньше остальных. Чуть-чуть. На пару сантиметров. И также попался на желтую мормышку. Сегодня желтая мормышка пока рулит. Камера всегда выключенная у меня, потому что между поклевками очень огромное время уходит. Скажем, через каждые 15 минут поклевки. И, не получается заснять, чтобы вот клевало и подсекать там. Никак. И берет сегодня на желтую мормышку и на красный опарыш. Красный опарыш сейчас прицепил белый и красный. Два опарыша на эту мормышку. Там также стоит. Но в основном сегодня идет на красный опарыш. Желтая мормышка, красный опарыш. Есть. Еле-еле вытащил, блин. Так. Конечно, неудобно снимать. У меня вторая. Сейчас второй елец уже попался. Он первый и второй. Газ гаснет. Короче, чехол тоже не помогает. Поклевки пошли. Ок. Прям я чувствовал рыбу. Опять поклевки. Опа, есть. Вот он. Вот он. Плотва. Интересно, откуда он. Вон какие-то дрянь какая-то неактивная. Она лежит где-то на дне рыба.
перед этим, ребят, смотрите, что попал. Вон какой красавчик, большой, огромный. У меня камера выключена была. Поклевочка, поклевка, поклевка. Вот. Опять плотва. Опять плотва, ребят. Плотва, также плотва. Интересно. Обычно ельцы там попадают, а сегодня плотва, вторая плотва уже. Клевка. На обычный крючок клеванула. О, елец тоже. Тоже елец. На обычный крючок. О, заблокила все. Вот такой ельчик. Мык, по-нашему, мык. О, опять поклевка. Опять поклевка на обычный крючок. Опа. Крупный. Это уже крупный. Крупный елец. О. Вот так. Тоже на обычный крючок взял. Возле дна. О, поклевка опять. Опа, есть. Ну-ка, ну-ка, опа. Опачки. Это чуть меньше. Меньше, и также взял на обычный крючок. Такой мускулистый, крепкий. Так, поменяем опарыш. Третья рыбина на обычный крючок. И тут вроде поклевка тоже. Или показалось так. Думаю, рыба держится возле дна сегодня. Ох, да поклевка, бля. Ай-яй-яй. Вот это да. Чуть не прозевал. Чуть не прозевал, пока чай пил там. Еле зацепилась за губу. Нормально. Успели, вытащили. Ну, опа. Ничего так. Дернул. И тут все зацепилось. Все, пиздец нахуй. Ай, намотал ты меня. Ай-яй-яй. Вторая мормышка тоже поднялась с этой рыбой. Вон какой крепыш. Вон какой крепыш попался. Опа. Битва такая получилась у меня. Так. Так, один ушел. Сейчас тоже, наверное, опарыш поменяю. Тут так. Наверное, этот, как попался на крючок, в сторону ушел и зацепил вторую мормышку. Думал, две поклевки на две удочки. А нет, одна и та же рыба оказалась. Так. Вот тут у меня замоталось все, перепутала. Запуталось, то есть. Запуталось все. Ну, поклевки. Поклевки, вон. Опа. Та же самая картина, блин. Все зацепилось. Ай-яй-яй-яй. Все зацепилось опять.
Так. Так, все. Нормаляк. Хороший елец попался. Очень крупный тоже. Везде все цепляется. Так. Главное, немножко тронулся кивка и поклевка пошла. Крупный елец тоже. Ну, опять поклевка. Чуть-чуть, когда поддергиваешь, поклевки идут. О, это опять елец, но чуть-чуть поменьше. Еле-еле зацепилась за губу. Ну что, ребята, будем заканчивать очередную рыбалку. Где-то посидели мы на льду, ну, примерно часа 3, не больше. И вкратце расскажу. О, опять клюет, вон. Время от времени все равно клюет, блин. Вот так. Опять рыбина. Я уже хочу. Вот. Вот так. Вот тебе и рыбалка. Хочу уже заканчивать. Но рыба еще берет. Так, секундочку. Как мы видели, еще рыба берет время от времени. Но я уже сидеть больше не буду. Буду собираться. Пусть пока удочка здесь побудет. Не знаю, как со звуком. Но у меня уже вон, как видим, горелка уже не греет. Но обливал горячей водой, помогает. Между прочим, кто-то мне посоветовал облить горячий газ, ну, этот баллончик горячей водой. И газ начало, быстро греется газ и начинает тоже работать. Ну, минут 20 так горит нормально, потом уже все начинает гаснуть. Подергаешь так немножко. Но, конечно, когда хорошо работает, тепло в палатке, уютно, и вон сразу же гаснет. Так, сегодня рыбачил на 3 вида мормышки. Ну, 2 вида мормышки. И это мой самый рабочая мормышка, которая сегодня не работала. Муравей. Такой муравей. Сегодня на него ни одной поклевки не было. Ни одной поклевки не было. Дальше рыбачил вот на такую мормышку. Надеюсь, видно. Маленькая такая. Очень маленькая желтая мормышка. На него пару штук я поймал рыбы. Несколько штук. И основной сегодня рыбалка получилась на обычный маленький крючок. Самый маленький, я не знаю какой номер, очень маленький. И там выше грузило. Ну, видели вы на этой рыбалке. Давайте еще традиционно посчитаем, сколько наловили мы сегодня. Так, раз. Вот смотрите, какие крупные ельцы, как селедка в натуре. Как селедка. Очень мощные, вон. Этот экземплярчик вообще как подъязик. Как подъязик. Ну давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук, ребята.
на 3 штуки больше, чем прошлую рыбалку. Не хватит. Это на всю семью хорошая жарка получится. Вот смотрите, целая сковорода, очень мощная жарка получится из таких рыб. Ну, 2 плотвы даже сегодня вам попались. Плотва. Сегодня прикормка у меня другая, чуть-чуть другая. Сегодня магазинская прикормка. И там манку добавил и еще отруби добавил. Я на отруби обычно летом рыбачу, а сейчас еще отруби добавил. И как мы видим, я так думаю, что на запах отруби вон подходит плотва. Ну, это нежелательно. Я не люблю плотву. Вон, смотрите, какая она тонкая спина. И смотрите, какая спина у ельца. Вон. Хоть крупный, хоть средний. Вон, смотрите, какие они толстые, мощные, мускулистые, мясистые. Вкусная, очень вкусная рыба. Это елец. Вкуснее рыбы я не знаю. Я, пробовал чир, рыба малосоленая, очень вкусная тоже. Но в наших реках, думаю, вкуснее ельца ничего нету. Вот так. Ну все, 16 рыбин сегодня. Работала обычный крючок. Больше добавить вроде нечего. Сейчас уже буду собирать вещи и пойдем домой. В общем, спасибо всем, кто досмотрел эту рыбалку. И на улице уже не буду я снимать ничего, потому что ветер, вон как все набухла палатка. Короче, снег, ветер. Ну, сейчас не останавливаясь, я все уберу и пойду домой. В общем, всем спасибо и пока. До новых встреч на природе в Коми.